Мы обращаемся к попу Владимиру Ерофеевичу. Объясните, пожалуйста, что вот сейчас на сцене происходит и что вот в ближайшие у нас в городе? На сцене сейчас проходит заключительный концерт победителей республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах. С 22 по 24 марта в республике, в нашем городе прошел вот этот конкурс. На этот конкурс откликнулись представители практически со всей республики, со всех регионов. Вот такое мероприятие у нас в городе проводится впервые. Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментов впервые. Скажите, пожалуйста, вот в наше время, в современное время, есть ли тяга у народа именно к народным мелодиям, у молодежи? Вы как преподаватель школы, директор музыкальной школы, как вы тут считаете? Или это стоит как-то возрождать? Вы понимаете, что недостаток в общении людей, вот в наше сложное время, народная музыка, я считаю, должна восполнить вот эти пробелы. Дети, которые посещают, скажем, нашу музыкальную школу, у нас их 6 в городе, они не остаются без дела, они неравнодушны. И сегодня вы будете тому свидетелями, как маленькие девчонки и мальчишки с удовольствием играют на инструментах, и причем на очень неплохом уровне. Ну, о результатах конкурса, наверное, скажут члены жюри, да? Да, я думаю, что Представьте, о результатах пожалуйста. конкурса, значит, Михаил Михайлович Рейнгер, старший преподаватель Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, лауреат всесоюзного и международного конкурсов. Я думаю, что он... Скажите, пожалуйста, на ваш профессиональный взгляд, в Якутии то, что делают наши музыканты, это достойно вообще внимания с профессиональной точки зрения? Да, я понял вас. Это дело не только достойное, это дело нужное, наше общее дело, которое нам нужно. Именно Владимир Ерофеевич верно заметил, в трудное историческое время, когда проходит конкурс, это радостно, это радостно. То есть дети, это же, сюда же приурочены дети, они имеют возможность себя реализовать с самого детства. Это целый процесс. Скажите, вот вы являетесь преподавателем Новосибирской консерватории. Вы для себя никого здесь не присмотрели из я исполнителей? смотрел, конечно, но это пусть это пока останется тайной. Ну, то есть есть у нас свои достойные кадры, да, в этом плане? Их очень много. Конкурс, как, наверное, и какое-то состязание, но мне не хотелось бы употреблять это состязание. Он, конечно, выявляет целый ряд блестящих исполнителей. Он выявляет, поэтому я для себя лично... Вы в дальнейшем думаете сотрудничать с нашим регионом? Перспективных ребятишек, одаренных, они заметны. И мне кажется, члены жюри в своем единодушном решении сошлись бесспорно на том, что вот что мы огласили результат нашего конкурса. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, город Нерюнгри выглядел, как сказать, достойно представил наш Я город? представлю Николай Иванович Кисленко, заслуженный деятель искусств Якутской САХА-СР. Я считаю, что конкурс прошел на самом высочайшем уровне в организационном плане, в плане творческом. У детей, у всех детей, которых мы слушали и видели, есть живость в глазах, есть интерес к музыке, и это самое прекрасное. Когда видишь пустые глаза, это удручает. Но здесь, при всем нашем, так сказать, жизненных сложностях всех, видишь, что люди заняты искусством, я считаю, что Нерюнгри в этом отношении в регионе республики делают большое дело в творческом плане. И вот за это спасибо всем, так сказать, товарищам, которые занимаются искусством. Вот. История еще оценит это. И нам было очень приятно, что объявились спонсоры нашего конкурса. Мы получили, вы знаете, спонсор был, не секрет. значит, малое предприятие East International. Значит, его директор, Сумму, какую сумму? это в 900 рублей. Ну вот расходы на автобус, значит, награждения, призы, нам-то очень сложно эти все, значит, сложности преодолеть. А вот помогли. Огромное им спасибо просто. Эти же 900 рублей вошли. Да. И очень приятно, что представители этой фирмы, значит, Пинис,
значит, директор этой фирмы, значит, вот сегодня присутствует на концерте. Огромное ему Ну что ж, мне просто от лица всех телезрителей, кто смотрит телепрограмму «Добрый вечер, Неринг», хочется поблагодарить этих спонсоров, что они есть в наше время, в наше трудное время. Я думаю, это дело стоящее, и на это никогда не стоит жалеть денег.